Добрый день! Сегодняшний видеообзор к Международному дню Земли посвящен Государственному национальному природному парку Кокшетау. День Земли призван побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой природе на планете Земля, объединить людей планете в деле защиты окружающей среды. С 1970 года, 22 апреля, в мире отмечается День Земли, день активных и практических дел в адрес природы. Сохранением и воспроизведением природной среды занимаются природоохранные организации. Национальный парк Кокшетау – один из первых среди 13 национальных парков, созданных в Республике Казахстан за годы независимости. В год 30-летия независимости Республики Казахстан мы празднуем 25-летие Национального парка Кокшетау. Национальный природный парк Кокшетау создан постановлением правительства Республики Казахстан от 10 апреля 1996 года за номером 415. Территория национального парка расположена в границах Зерендинского и Айыртауских административных районов, в Акмолинской и Северо-Казахстанских областях. РГУ ГНПУ Кокшетау включает 5 филиалов общей площадью 182 076 тысяч гектаров. Это Арык-Балыкский филиал, Шалкарский филиал, Зерендинский филиал, Айыртауский филиал и филиал Арманы-Булак. Приказом Комитета лесного и животного мира за номером 17.1/37 от 12.02.2018 года за РГУ ГНПУ Кокшетау закреплены 3 государственных природных заказника зоологических: Смирновский, Мамлютский, Совровский, общей площадью 426,5 тысяч гектаров. Местонахождение офиса Генеральной дирекции парка — город Кокшетау, улица Зарапа Темрибекова, 54, штатная численность 317 единиц. Первым генеральным директором ГНПП Кокшетау был Сагдиев Кадис Хабюлинч. В данное время ГНПП Кокшетау возглавляет опытный руководитель Сагдиев Ирбол Булатович. Благодаря его усилию в кратчайшие сроки за 2 месяца на территории Зерендинского филиала был построен визит-центр. Основная цель создания парка – сохранение и восстановление уникальных лесостепных и озерных экосистем, редких видов флоры и фауны, памятников природы, археологии и национальной культуры Северного Казахстана, имеющих особое экологическое, научно-просветительское и рекреационное значение. Кокшетау – один из интереснейших национальных парков Казахстана, расположенный в Акмолинской области. На его территории приходится степная и лесостепная природные зоны с резко-континентальным климатом. Здесь представлены 282 вида позвоночных животных, которые наряду с историко-культурными и природными комплексами являются объектами постоянного изучения и охраны. Растительность в зависимости от мест произрастания включает в себя лесной, луговой и степной типы. Орнитофауна национального парка Кокшетау насчитывает более 222 видов птиц, среди которых редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан. Это лебедь-кликун, могильник, беркут, орлан-белохвост, журавль-красавка, стрепет, скопа, филин, серый журавль. Животный мир представляет редкое сожительство представителей разных широт. Типичные виды животных сибирской тайги – лось, рысь, сибирская косуля, белка, лисица, благородный олень, лесная куница, заяц, беляк, горностай – живет по соседству с обитателями южных степей и полупустыни – корсаком, сусликом, зайцем-русаком, степным хорем, байбаком. Встречается также глухарь, горностай, барсук, лесная мышь, обыкновенная буразубка. На речках, озерах и болотных комплексах обитает водяная крыса и ондатра. На территории Национального парка Кокшетау есть 13 уникальных памятников природы общей площадью 65,1 гектар, имеющих важное республиканское значение, таких как Расколотая сопка, Сопка Два Брата, Зеленый мыс, Реликтовый массив и другие. К ним проходят пути туристических троп и маршрутов, они являются излюбленным местом посещения как туристов, так и местного населения. Основной идеей, ради которой создаются национальные природные парки, является сохранение нетронутых человеческой деятельностью уголков природы. При этом к ним сохраняется доступ людей для ознакомления с дикой природой, ее изучения и просто культурного отдыха. Национальные парки находятся под особой охраной государства, на территории которого они расположены. Сейчас мы находимся в визит-центре Зеренда, расположенном на территории Зерендинского филиала Национального парка Кокшетау.
находимся сегодня в нашем визит-центре, который буквально вот сейчас создается. Вот мы готовим все это для посещения туристов, для развития туризма в Зеленингском филиале. Поэтому было создано решением национального парка такой вот визит-центр, который будет работать, будем встречать туристов, давать информацию по нашему филиалу, по всему нацпарку Кокшетау. И в связи с этим будем здесь развивать, как бы говоря, на территории Зеленингского района, на территории Зеленингского филиала наш туризм. У нас очень уникальные места, можно будет посещать. На территории нашего филиала находится 8 маршрутов туристических, из них 4 пеших маршрута, 1 велосипедный маршрут, водный маршрут и снегоходный маршрут, по которым можно будет приехать, отдохнуть. Ну, думаем, что и, как говорится, посещаемость будет на нашей территории. Памятником архитектуры на территории национального парка является усадьба Лесничего в поселке Красный Кордон Зеленингского района. Усадьба Лесничего была построена по типовому проекту военно-рабочими Кокшетауского приказа в период времени сразу после первого лесоустройства 1898 года. На нынешней территории Казахстана таких усадеб около 40. В настоящее время сохранились 2 в Каркаралинском национальном парке и на территории Зеленингского филиала Национального парка Кокшетау. Усадьбы лесничества располагались в казенных лесничествах, организованных в ведении Министерства земельных и государственных имуществ после 1882 года. С Кокшетау вы можете совершить запоминающиеся поездки в музей Шохана-Уалиханова, мемориальный комплекс Харасай-Батыр, древнее захоронение Карсак, археологический памятник Ботай.